ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وسيد العالمين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям предостерегал от того, чтобы человек нанимал одного человека рабочего, и чтобы он после завершения работы этого рабочего удерживал выплаты, зарплаты или же той суммы денег, которую он заработал, чтобы он откладывал и не выплачивал и мучил рабочего, что по этому поводу сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما. Всевышний Аллах Азза ва Джалля говорит: я буду соперником или же оспаривающим того человека, который, я буду стоять, буду против того человека, и тот, против кого стану я завтра судный день против него, я непременно его уничтожу, и я непременно его накажу, говорит Аллах Азза ва Джалля. Первое — это человек, который дал обещание мною, какому-то другому человеку клялся: клянусь Аллахом, я это сделаю, клянусь Аллахом, и затем нарушает свое обещание. И я буду против него выступать, говорит Аллах, за то, что он поклялся мною, говорит Аллах Азза ва Джалля, и не выполнил свое обещание. И также человек, который овладел, схватил, поймал свободного человека и продал его как раба, и покушал его деньги. Я буду против него выступать, и я буду его уничтожать и наказывать, говорит Аллах Азза ва Джалля. И также человек, который приглашает к себе рабочих, полностью эти рабочие завершают работу у него и затем не выплачивает им деньги. И я буду этого человека наказывать, говорит Аллах Азза ва Джалля, и я буду против него. Тот, против кого я буду, обязательно его отправляет Аллах в ад и наказывает. Очень стало распространенным в последнее время. Люди нанимают рабочих, в начале работы договариваются какую-то цену, завершается работа, хозяин, зная, что рабочие работу сделали нормально, специально, чтобы не отдать им их деньги, специально говорит: ваша работа некачественная, я вам ничего не отдам. И так далее, или же вообще не отдает, или же обещает отдавать, но намерения отдавать нету. Вот этот человек, Аллах будет, против него выступать судный день, и Аллах будет его наказывать. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. Вы, говорит, платите рабочему его плату до того, пока еще не высох его пот после работы. Если человек работал, пока, говорит, с его лба не ушел, из его тела не ушел пот, пока пот не высох, заранее уже плати, говорит, ему работу.
Следующая глава, дорогие братья, это призыв пророка, алейхиссалату вассалам, чтобы рабы выполняли свои обязательства перед своим хозяином и перед своим Аллахом. Сейчас в нынешнее время, альхамдулиллах, рабов нет, поэтому полностью тему главу, значит, все хадисы приводить не будем. Приведем несколько хадисов. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Инна ля-абда ида насаха ли сайидихи ва ахсана ибадат Аллахи, фалаху аджруху марратайни». Раваху аль-Бухари ва Муслим. Когда раб, он бывает доброжелательным к своему хозяину, честным, доброжелательным, порядочным отношением своего хозяина, и вместе с этим выполняет свои долги перед Аллахом, выполняет намазы, держит ураза, то этому рабу будет, говорит, двойная плата, двойное воздаяние. За то, что он хозяину, значит, был послушным, покорным, значит, желал хозяину только лишь добра, и, значит, второе, за то, что он выполнял свой долг перед Всевышним Аллахом. Следующая глава, значит, предостережение пророка, алейхиссалату вассалам, от побега раба от своего хозяина. Чтобы раб не убегал от своего хозяина, был покорным, значит, послушным своему хозяину. قال عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبقى فقد برئت منه. Тот человек, тот раб, который убежит от своего хозяина,